Человека издревле тянуло к возбуждающим и дурманящим веществам. Еще Геродот писал, что галлы и кельты упивались дымом какой-то травы. На Востоке употребляли гашиш, а в Китае был распространен опиум. От жителей Америки европейцы узнали о траве когаба, которую назвали табаком. Индейцы жевали табак, курили его, завернув в маисовые листья или набив им так называемые трубки мира. Первооткрыватели Америки привезли табак в Европу, и вскоре он вошел в моду. Употребляли табак все – солдаты, моряки, студенты, высшая знать, даже монархи. Сначала его применяли как лекарство от скуки и головной боли, но вскоре медики Парижского университета забили тревогу. Курильщиков стали преследовать и наказывать во многих странах Европы и Востока. Их отлучали от церкви наравне с прелюбодеями и убийцами. В Турции и Персии выдирали ноздри и губы, отрубали голову и вывешивали ее с трубкой в зубах на показ. Продавцов табака сжигали. В Россию табак впервые попал в 1553 году благодаря английским купцам. Иван Грозный курить не запрещал. Табак был дорогим удовольствием и не имел массового распространения. Вскоре, благодаря тесным контактам с Европой и Турцией, табакокурение быстро распространилось и в Москве. Табак по-прежнему стоил больших денег, поэтому московиты влезали в долги, прокуривали целые имения, будучи не в состоянии отказаться от вредной привычки. В 1634 году Михаил Федорович Романов издает указ о запрете курения, о которой стрельцы и гулящие и всякие люди с табаком будут в приводе дважды или трижды, и тех людей пытать и неодинаково бить кнутом на козле или по торгам. Православная церковь называла табак растением проклятым и богомерзким. Табак убивает тело, зависимость от табака – душу, а испускаемый табачный смрад еще и душит ближнего. Только при Петре I были сняты все запреты. Он и сам любил посмолить и придворовых к этому приучил. Петр I позволил иностранцам возить табак вместе с чубуками, трубками, коробочками и другими вещами, принадлежащими курению, и все это продавать свободно. Современная наука утверждает, что табачный дым – это очень мелкая ядовитая пыль. За год через легкие курильщика проходит около 800 граммов дегтя. При постоянном воздействии никотина происходит жировое перерождение сердечной мышцы. Возникают гастриты и язвенная болезнь. 90% больных раком легких – заядлые курильщики.